коронавирус, который сейчас появился, да, он появился в результате мутации, по всей вероятности, потому что коронавирус относится к зоонозам, им болеют животные. Да? Ну, какой-то период наступил, ученые предполагают, что причиной явились летучие мыши. Этот вирус настолько патогенен, да, и в эпидемиологическом плане он опасный. В каком, да? Если другие у нас грипп, другие инфекции, да, передаются воздушно-капельным путем, эта инфекция вирусная передается не только воздушно-капельным путем, она передается еще при фекально-оральным путем. Это значит через грязные руки, при общении, при соприкосновении предметов. Очень сходна с симптоматикой всех банальных остальных вирусных инфекционных заболеваний. На первом месте, что в 90% случаев повышается температура тела. Второе, 80% кашель сухой, знаете, непродуктивный, с небольшим количеством мокроты. Ощущение сдавленности в области грудной клетки. Одышка в 50% случаев. И быстрая утомляемость. Интересно одно, при инфекционных заболеваниях мы ищем характерную для какого-то этого заболевания симптоматику. Коллеги, которые сталкивались с этой инфекцией, обратили внимание на то, что у больных с коронавирусной инфекцией теряется обоняние. Самое главное для этой инфекции, мы почему на ней заостряем свое внимание, это осложнение, это бронхопневмония, воспаление легких. Больные погибают от воспаления легких. В инкубационном периоде, когда уже проходит, уже половина прошло, и первый симптом появляется кашель, или одышка, или что-то, делают рентгенографию, и оказывается, что 50% легких поражено этим вирусом. Мы должны пользоваться чем? Масками. Допустим, да, вы идете, увидели, кто-то человек кашляет, чихает, да, вы постарайтесь минимум на 1 метр от него подальше стоять, да. Вот считать самым главным мытье рук. Сейчас, если это тяжелый вирус, он крупный вирус, он оседает на поверхности каких-то предметов. И, естественно, у вас на руках тоже эти вирусы могут оказаться. Вы дотронетесь, если инфицированными руками носа, глаза потерете, да? Рот, глаза и нос. Вот 3 вот этих наших органа, через которые мы можем заразиться этой инфекцией. И руки мыть мылом нужно. У нас еще очень много спиртосодержащих дезинфицирующих средств. Говорят, что еврей за 3 месяца до заболевания обращается, да, до заболевания. А крымский татарин, да, обращается за 3 дня до смерти. Понимаешь, вот такое выражение есть, да? Это относительно к нашему народу. Да, я всегда вот говорю, да, вот у нас люди приходят, да, уже настолько тяжелые, с такими необратимыми процессами, да, вот это касается менталитета нашего народа, да. Но я обращаюсь к своим соотечественникам, да, это не просто такая инфекция, да, непростая она. Это очень большое количество смертей, да, не откладывать на завтра, да, сразу же прийти и показаться. Мы должны реагировать, как все народы, как все люди, да, относятся к своему здоровью внимательно, да, и чтобы у нас не было жертв от этого заболевания, да, особенно среди пожилых людей.